Без согласия девушки, как бы ее замуж никто выдавать не имеет права. Сказала, окей, тогда вы верите в то, что мы произошли от этих обезьян? И поэтому я подала в суд на министерство. Мгм. Девушка, она Да. может купиться на вот эти вот все красивые обращения. Она может начать думать, что на самом деле человек очень хороший, очень воспитанный. Вот он цитирует и хадисы. Но главным образом, я считаю, для мужчин это способность работать. У семьи сформированы ожидания от тебя. Даже не осознает плюс и минус. Изначально с детства ему задали вот эту вот программу, и он ее отрабатывает. С моего сердца говорю, потому что мне бывает очень обидно за их действия. Именно не из-за того, что я их осуждаю, а из-за того, что мне больно на это смотреть. Я поехала в Штаты, мне было 15 лет. Зная всю ситуацию, они все равно туда своих детей посылают. Почему? Потому что они думают, что ребенок, наверное, каким-то образом будет опираться на свой иман и выстоит. Бисмилля. Ассалаумалейкум, достар. Бұл нәрікпе және нәрікпе лайф кәсіби және рухани даму жайлы подкаст. Әдеттегідей біз керемет өзіміздің подкастымызды бастағалы отырмыз, және де бір ескерту, бүгін қонағымызбен сұхбатымызды, подкастымызды орыс тілде өткізбекпіз. Және бізде қонақта бүгін Иман Қуанышқызы. Иман ханым, ассалаумалейкум, қош келдіңіз. Рахмет. Иман ханым, вас знают в интернете, особенно в сети Инстаграм и Телеграме, как такой инфлюенсер, блогер, человек, который очень сильно влияет на тему ислама. Не то чтобы влияет, а вот пишет, пытается затрагивать вопросы, связанные с этим. И как бы я ваши посты не пропускаю. И многие мои знакомые, там, начиная от моей жены до там очень много кого вас читают, слушают. Очень ждал вас сегодня на подкасте, и наши подписчики очень много про вас писали. До того, как мы начнем, я бы хотел чуть-чуть, наверное, про вас рассказать. Я как знаю, вы сейчас это дополните, вы мама 5 детей, активная мусульманка. Я как знаю, вы учились в США. Вы были там в корпоративной сфере. Можете ли вкратце о себе рассказать? Да, я родилась в Актубе, училась в обычной школе, потом поехала в Штаты. Но в Штаты я поехала как школьница. Тогда вот только-только запустили вот эти программы обмена. И я там выпустилась из американской школы. Поэтому как бы я очень хорошо представляю себе вот эту вот всю среду, в которой дети сейчас пребывают. Вот. А потом, когда сюда уже вернулась, в Казахстан, я училась здесь и потом как бы работала в корпоративной сфере. Очень много с международными компаниями. И сейчас как бы я работаю фрилансом уже из дома. А какая ваша основная Основная деятельность мама. Окей, имеется в виду по профессии, я имею в виду. По профессии я переводчик-синхронист. Переводчик, вау, классно. А с какого языка? Английский. Английский, машаллах. Да, Иман ханым, я знаю, или я смотрел одно ваше интервью, не интервью, а так, видео в Ютубе, и там вы говорили, что вас зовут не Иман, а Иман. Это правда? На самом деле? Да, когда я родилась, меня назвали Айман. Потом, значит, уже когда с мужем мы поехали в хадж, я увидела, что у арабов это имя, которое обычно дают мужчинам. Причем Айман. очень популярное такое имя. Да, Айман. Вот Вот есть, например, хороший, он и хафиз, и преподаватель Корана Айман Суэйд. Он везде, как бы во всем мире известен. Вот. И там женщин как бы Айман не называют. И поэтому, значит, я подумала, ну, есть хорошее имя, которое практически созвучное, Иман. И так как я планировала в любом случае менять фамилию, то я решила как бы сразу и фамилию, и имя поменять. Вау. А сколько вам лет было тогда? Ну, примерно, ну, если не секрет. Это такой в взрослом возрасте менять имя непростое. Да, это было в 2012 году, 10 лет назад, 33 года. Вау. Смелое решение. Ну, имеется в виду, вас, наверное, многие знают как Иман, и как бы в один момент вы становитесь Иман.
Ну, родственники, да, до сих пор мои родственники, им сложно перейти на новое имя, а вот те, кто друзья, те, кто подписчики, они называют меня Иман. Ну вот, окей. Многие, наверное, не знали, но вот мы сегодня узнали об этом. Иманхан, вот хотел с простых таких вопросов начать наш сегодняшний подкаст. Вы человек из интернета. Действительно, если так образно говорить, то вас в основном, как как человека, который в современном понятии блогера и так далее, не так сильно знает, но больше человек, который больше пишет текста, Да, теми же, вы в основном такой переводите только текстовой формат, да, контента, скажем так. да, Вот, и вы соприкасаетесь с аудиторией именно из интернета, скажем, из Инстаграм или Телеграм. да. Соответственно, есть такой вопрос, вопрос мусульман в интернете. Я вот так это описываю в общем формате. Что я подразумеваю под этим, это то, М, что м, поведение именно мусульман в интернете. Потому что м. я часто слышу эти истории, когда там парни, мужчины, мусульмане пристают девушкам в интернете, либо пишут непристойные вещи, либо там девушки ведут себя в платках, ведут себя не совсем там этически, там по нормам шариат и так далее, и так далее. А, и в целом такой стоит вопрос, должна ли быть какая-то этика мусульман в интернете? Потому что все-таки, мне кажется, что мусульмане все-таки должны по-другому себя вести, в отличие там, от остального части общества. Как вы считаете? Ну да, я согласна с вами в том плане, что у мусульман есть адаб, прописанный в шариате, и неважно, где Мгм. ты себя ведешь в реальности или это в виртуальном мире, то есть эти правила, они распространяются точно так же, они должны быть очень глубоко укоренены в человеке, потому что, вот, например, даже когда я писала про больших наших имамов, которые основали масхабы, они практически все, до того, как они начали получать знания по фикху, по акиде, они все получали довольно-таки сильное обучение, проходили у больших шейхов по адабу. Почему? Потому что это структурирует твою личность, это потом помогает правильно вести себя с учителем, правильно воспринимать информацию. И вот как бы вот эти вот отход от вот этого адаба, отход от правил, на самом деле он как бы влияет довольно сильно на личность. Почему? Потому что получается, что в интернете мне все можно, я же никого лично не вижу, мне все можно, считается, как бы человек начинает Мгм. так думать. И поэтому начинает позволять себе какие-то там фривольности и так далее. И вот важно себя сдерживать, важно себе напоминать, что Аллах тебя видит в любом случае, неважно, где ты, с кем ты общаешься, и то ли это виртуально, то ли это реально. И вот как бы из этого исходя, соответственно, и выстраивать свое поведение как онлайн, так и оффлайн. Мгм. То есть вопрос адаба в интернете это такая... просто мне кажется, адаб это такое общее понятие, но именно адаб в интернете, мне кажется, это что-то новое для меня лично. Потому что у нас просто под адабом в основном воспринимается такое, скажем, оффлайновая жизнь. Но мне кажется, то, что в последнее время, что такой адап в интернете — это такой отдельный топик, который должен был быть обсужден даже с имамами, там, мне кажется. Да, я тоже так считаю, что этот вопрос должен, как бы, необходимо его раскрывать более детально, потому что эм, твои грехи, они все равно записываются вне зависимости от того, где ты их совершаешь, да. Поэтому как бы вот для Да. того, чтобы предостерегать мусульман, нужно как бы более адаптированно давать уже материал, что ты, допустим, ты ведешь себя, разговариваешь себя вежливо с человеком не только когда он перед тобой находится, но и когда ты, допустим, пишешь ему или когда ты разговариваешь с ним, ведешь беседу в комментариях или там, что еще чаще Мгм. случается, вот эти вот дискуссии или войны в комментариях. Тут как бы важно для себя просто видеть, вообще стоит на это время тратить или нет, воспримет человек Да. информацию или нет, и, соответственно, как бы Да. уже из этого исходя, не переходить границы. А вот просто есть такой момент, что очень много людей, например, в тех же М. комментариях оставляют комментарии анонимно. То есть не раскрывая личности, абсолютно анонимно, считая то, что за ним, типа, никто не смотрит. Но вот этот момент кажется интересным, то, что человек-то думает этой жизнью, типа, в этой жизни-то, да, типа, человека не увидишь, не найдешь, но
ангел-то видит, скажем так, его на его плечах там или там, ну, Да, да, и так далее, да, то есть. да, да. Это все равно все в любом случае записывается, и здесь как бы мы можем просто, если мы видим, что это практикующий мусульманин, мы можем напомнить, сказать, что ну, нужно Мгм. себя немножко осознаннее вести. А если это не практикующий мусульманин, или если это не мусульманин, то мне кажется, как бы здесь нужно, если есть сабр, то можно постараться как бы проявить свой Мгм. красивый адаб, да. Если нет этого сабра, то проще просто прерваться и прекратить беседу. Мгм. Почему? Потому что ты Э, те наущения это всегда идут, тебя же всегда Мгм. подстегивают, ты же все это воспринимаешь в смысле эмоционально, и ты начинаешь воспринимать это, как будто это, э, лично на твой счет. Хотя, как вы говорите, это вообще непонятно, кто сидит там по ту сторону экрана, и что он там пишет, и что он вообще из себя представляет. Мгм. А вот этом всем забываешь и начинаешь как бы на всю вот эту вот, полемику очень горячо реагировать, вестись. И, вот в такие моменты как бы, м вот этот вот адап, который он еще с детства должен идти, вот это вот Мгм. воспитание, которое как бы очень сложно переступить, должно быть так, по идее, вот оно Мгм. должно человека сдерживать. Мгм. Да, машаллах. А как учить-то адап? Это с детства должно идти просто? Да, это с детства, это родители, это вот я вот недавно начала писать про то, что как бы желательно, чтобы и другие родственники тесно общались с ребенком. Почему? Потому что ребенок может в каких-то моментах не воспринимать родителей, Мгм. но, допустим, когда ему говорит кто-то другой, тоже взрослый, Да. тоже человек, которого уважают и родители, и сам ребенок, он это будет воспринимать немножко по-другому, будет воспринимать лучше. И как бы поэтому, допустим, бабушки, дедушки, которые его с одной стороны балуют, а с другой стороны могут сказать, вот так нельзя делать, вот здесь вот лучше вот так вот не кричать, вот здесь лучше вот так не говорить. И ребенок как бы он будет видеть, что его мягко, ну, немножко в рамки вводят. И тогда не будет Мгм. какой-то вот такой вот агрессии. Постепенно, постепенно, вот так капля за каплей ребенок будет... Ребенок же все время тестирует наши границы, что мы позволяем, что мы не позволяем. И когда Да. последовательно взрослые проводят вот эту вот, скажем так, делимитацию и Мгм. показывают, что вот это однозначно нельзя, например, строго запрещают, есть какие-то вещи, которые, допустим, там в каких-то обстоятельствах запрещаются, то ребенок начинает ориентироваться, и это у него уже записывается на подкорке, и, соответственно, дальше, когда он общаться будет со взрослыми людьми во взрослой своей жизни, это будет ему сильно помогать. С воспитанным человеком, образованным человеком намного легче общаться, намного проще доносить ему идеи, потому что даже если он не согласен, он про себя просто подумает, ну, у меня своя точка зрения, я на ней останусь, все, халас, да, Мгм. допустим, Да. прервем разговор, на этом как бы закончим. А с невоспитанным человеком это же просто, ну, куча проблем, потеря энергии, потеря твоего, как бы, вот этого уравновешенности твоей. Поэтому Мгм. я думаю, это как бы вот для самого же ребенка, когда родители начинают с раннего возраста воспитывать, это большой плюс. Да. Машаллах. Э, Вопрос более современный, который появился у меня в последнее время. Объясню как. Я недавно открыл для себя TikTok, честно. Мгм. Это такая супер новая штука, Хм. хотя мне там 28 лет. То есть вроде как я молодой, но для меня TikTok это что-то совсем прям новое. И я заметил, что это чуть-чуть другая аудитория, чем там, не знаю, чем другие соцсети. Она более молодая, как минимум. Там очень много подростков. И он такой очень виральный контент. И я что заметил, это не только у нас, очень много мусульман снимают ТикТок. Очень много. Прям, ну, он еще так работает, знаете, то есть он рекомендует под ваши там интересы. То есть если меня, например, интересует ислам, он мне там начинает предлагать там религиозный контент, да, скажем так. А, Но если я там лайкну что-то там прикольное, там, скажем, там танцульки какие-то, да, он начинает их тоже предлагать. И бывает очень много казусов, когда он начинает предлагать мне именно мусульманок в платках, танцующих, делающих вот эти челленджи и все такое. И у меня встает вопрос, то есть я это Хм. смотрю, да, это прикольно, но у меня встает вопрос, насколько, во-первых, это правильно, и не считается ли это уподоблением людям другой веры? Такой более глубокий же вопрос, но
Я к тому, что, честно, смотря на них, я бы не понял, что они мусульмане, если бы не был бы хиджаб. Скажем так, там же много мужчин, которые это делают, например, да, и, ну, по ним очень тяжело даже понять, что мусульманин человек или нет, но вот мусульманок можно там, как минимум по одеянию понять. И у меня тут встает вопрос, типа, насколько это, во-первых, правильно это делать, во-вторых, то есть надо ли как-то, если это нет, если это неправильно, надо ли как-то говорить об этом, либо поднимать этот вопрос. То есть как вы думаете по этому? М, У меня нет ТикТок. Я не знаю, я только с ваших слов и со слов своих знакомых сужу о том, что там происходит Да. сейчас. Мои дети тоже, они как бы... Ну, я им просто один раз объяснила, что это такое, и они как бы сами тоже не загружают, и нет. Поэтому у меня нет источника, где я могла бы посмотреть. Но я очень много читала о том, как работают алгоритмы, да, и о том, что происходит практически очень такое мгновенное вовлечение человека в сеть. Касательно мусульманок, которые вот снимают все эти видео, да, это, конечно, неправильно. Неправильно по многим причинам, потому что, как бы, во-первых, в исламе вот, музыка и танцы это считается харамом, потому что выставление себя женщины на показ вот именно таким образом это тоже харам. То есть тут как бы по очень многим параметрам происходит нарушение вот таких вот положений непонятно. В смысле непонятно, чем руководствуются в данном случае те, кто снимают, и как они для себя это вообще обосновывают. Но это, я так понимаю, просто последствия того, что происходит вот это культурное влияние, когда, скорее всего, это же молодые, да, девушки, они, скорее всего, как Да. бы росли в этой среде, и, соответственно, как бы у них ислам это больше вот как, скажем так, небольшая культурная составляющая. То есть она у них не идет как мировоззренческая основа, да, ислам, скажем, платок на голове у них больше как вот просто дань культурному наследию своей семьи, скажем так. И поэтому они не задумываются, мое понимание такое, что они не задумываются о том, что они совершают что-то неправильное. Почему? Потому что, опять-таки, это зависит от воспитания. То есть если они просто видели, что у них семья, мусульманская семья, которая, может быть, даже уже и намаз не читает, и просто придерживаются, как бы они себя считают мусульманами, они в рамках вот этой вот мусульманского мировоззрения они идентифицируют себя вот в рамках вот этого мировоззрения, но Мгм. фактически как бы в ежедневной жизни, в рутине это никак у них не подтверждается. И поэтому вот когда ребенок не видит вот фактической практики родителями или близкими людьми, у него, соответственно, и не формируется вот этого стоп-механизма, когда он может различать хорошее от плохого. И Мгм. поэтому для него ТикТок, соцсети, снимание там вот эти вот все видео, да, и выкладывание их в ТикТок, например, это идет как органичное продолжение их жизненного пространства. Они вот во Мгм. всем этом живут, и поэтому, соответственно, они как бы не Мгм. воспринимают это как большую проблему. Мгм. То есть в эти границы как-то не входит ислам, да? То есть как бы он как будто не Ну, ставит эти границы, да? сейчас это стали называть как бы таким интеллектуальным атеизмом, скажем так. Это когда Мгм. ты носишь платок, человек даже может читать намаз, но у него его повседневные действия, его стиль жизни, они никак не руководствуют. В смысле, он вот во всем этом никак не руководствуется, простите, Кораном. То есть ни Коран, ни Сунна не регламентируют его мышление, его поступки, его решения какие-то по жизни. Он просто, у него оболочка мусульманская, и он считает себя мусульманином. Но не осознавая этого, он живет как обычный представитель либерального общества, вот скажем так. Мгм. Мгм. Ну, как бы тут стоит только вопрос.
представители этих, скажем так, блогеров и так далее. Это же часть их образа. Это же как бы для многих, что я заметил, это просто, скажем так, ты там снимаешь этот ТикТок, и ты какой-то, ты мембер этого сообщества, скажем так, молодежного, крутого, такого, там, не знаю, инфлюенсеров и так далее, и так далее. И они могут сказать, что, типа, а как по-другому? Типа, мы хотим это делать, мы хотим стать популярными и так далее. Можно ли мы сказать, что, типа, есть другие способы для этого? Ну, здесь, видите, проблематично уже то, что стоит цель популярности, потому что мусульмане Да. стремятся к популярности, да? То есть у нас как бы подход такой, что мы что-то делаем, а потом уже результат от Аллаха. То есть он либо распространяет это среди людей, это внушает Да. людям желание читать это там или смотреть это, Мгм. и, соответственно, как бы идти на вот такие вот специальные, ну, где-то, может быть, там провокационные или там еще что-то такое, там Мгм. ради хайпа, да, или там вот такие откровенно запретные вещи, это тоже харам. Мгм. Хм. Достар сәлем. Біз подкастымыздың бұл саны шығуына бізге көмек білдірген достарымыз Таяп туралы айтқым келіп отыр. Таяп бұл еліміздегі алғашқы исламдық цифрлық банк карталары. Оны қолдану арқылы сіздің ақшаңыз несие беруде немесе өсуде қолданылмайды, толығымен халал. Біз осыған дейін бұл банк карталарын қалай ашуға болатынын көрсетсек, бұл жолы сіздерге бұл банк карталармен қандай операция жасауға болатынын көрсетеміз. Біз алдымен Таяп картасын толтырып көреміз. Ол үшін біз аудармалар тетігін басып, Таяп картасын толтыру тетігін басамыз. Осы жерден біз басқа банк картасының ақпаратын енгіземіз. Мысалы, бұл жерде 16 цифрлық карта нөмірін енгіземіз, және де атымызды, жөнімізді, банк картасының айын, жылын, CVV нөмірін және аударма суммасын жазамыз. Ары қарай бізге растау керек. Растаудан кейін бізге кей кезде 3D Secure енгізу керек. Ол үшін біз осыны енгіземіз, және бізге тез арада операция сәтті орындалды деп шығады. Ал екінші операция, біз кез келген банк картасына ақша жіберіп көреміз. Мысалы, мен осы тетікті бастым. Осы жерден Таяп картасын таңдаймын, және екіншіден мен қазір 16 цифрлық банк картасының енгіземін. Жібергім келген, мысалы, енгіздім. Мына жерге сумманы жазамын, астында комиссия, аудару тетігін басып, біз растаймыз, және ары қарай SMS, оны тез енгіземіз, және бізге аударма сәтті аяқталды деп шықты. Осы қана. Таяп қосымшасын жүктеп алу үшін сілтемелер осы видеоның түсіндірмесінде бар. Оны жазып, қолданып, подкастты қолдап жүріңіздер. Ал біз подкастымызды жалғастырамыз. Иман ханым, есть такой вопрос, наверное, вам, как мусульманке, пишут много мусульманок. Я так плюс-минус уверен в этом, потому что я лично знаю своих знакомых. То есть, когда там мне было очень много случаев, когда девушка начала читать намаз, спрашивает, кого читать, ну, типа из блогеров, и всегда советует вас. И, то есть, ну, это правда, то есть, буквально я это там очень от кого это слышал. Вот. С этим есть несколько таких больших тем. Первое, с чего я хотел начать, это вопрос замужества. Потому что для многих, которые пришли в ислам, то есть я их делю. То есть есть люди, которые были изначально в таких, скажем так, исламских ценностей семьях, да? А есть люди, которые пришли к этому в более осознанном возрасте, когда родители являются в основном там более светскими людьми, они там начинают там практиковать религию. И стоит вопрос, как выбирать. Потому что как найти себе жениха, мужчину как найти невесту, и тех механизмов, которые были раньше, то есть там, мы знаем, что во время там, когда там 100-200 лет назад там могли там через там Ататанстрада, там, не знаю, там как-то в казахском как бы обществе был процесс того, как правильно знакомить, да, молодежь. А в нынешнем виде там это чуть непонятно, потому что там у нас есть интернет, у нас есть, мы живем
в очень урбанистических таких обществах, то есть очень густонаселенных, где типа ты Мгм. как раньше уже не сможешь знакомиться, находить и так далее, и так далее. Соответственно, вопрос, как современным мусульманкам находить Хм. спутников жизни, и ну, в целом, как находить, как создавать семью в таком обществе? Вот как вы считаете? Да, это очень большая проблема в том плане, что и мне пишут не только девушки, но и братья, потому что они считают, что у меня преимущественно женская аудитория, и поэтому я могу кого-то порекомендовать. На самом деле, это как бы я каждый раз объясняю, что ну, для того, чтобы кого-то рекомендовать, мне нужно хотя бы примерно знать хотя бы одного из них, да, чтобы вот ориентироваться по личности, по его ожиданиям там, или ее ожиданиям и так далее. Это очень сложно, и поэтому я, значит, вот последний раз, когда с девочками встречу мы проводили, я говорю вот более взрослым сестрам, присматривайтесь к молодым. Ведь у вас есть братишки, у вас есть там, я не знаю, старшие братья, двоюродные братья, которые не женаты. Присматривайтесь к девочкам, разговаривайте с ними. Может быть, у вас есть даже какие-то знакомые, может быть, у вашего мужа есть какие-то друзья, которые ищут себе спутницу жизни. И вот таким образом как бы нужно стараться знакомить, естественно, это должно быть там в соответствии с шариатом, но стараться вот в городских условиях нужно стараться делать таким образом, да. И я как бы специально, когда вот готовили 2 года назад, по-моему, делала я гайд, специальную серию постов по фикху брака и развода, я начала с периода знакомства, то есть с самого начала, как знакомиться, когда знакомиться. И вот там как бы очень важную роль во всем этом играет семья девушки в основном, потому что девушка, она как более скромная, ам, у нее, соответственно, есть ограничения по шариату, когда она может или не может смешиваться с другим противоположным полом. И, соответственно, значит, ей в этом плане помогает ее вали. Вали– это отец или дядя, или дедушка, или брат и так далее. Да, все. То есть это мусульманин, который уже достиг совершеннолетия. Если нет никого из этих, вот как вот мне очень многие девушки пишут, у меня нет ни отца, ни брата, ни дяди, никого нет. В таком случае, значит, мама доверяет эту функцию какому-то взрослому человеку, мужчине, которому она доверяет. То есть, чтобы он, может быть, даже если не порекомендовал ей кого-то, но, по крайней мере, чтобы он мог прийти и посмотреть на кандидата, с которым девушка познакомилась уже где-то там, допустим. Вот хотя бы, чтобы на вот этом вот этапе каким-то образом помогать ей, направлять ее, потому что девушка молодая, она же она может быстро влюбиться. Вот это вот потом проблема возникает, когда вот все, я вот люблю, умираю, не могу, да, я вот за него замуж выйду, а все остальные воспринимаются как враги. Вот в этом плане я думаю, что изначально нужно воспитывать девушку таким образом, что это не так, что ты пойдешь с кем-то познакомишься, приведешь, и мы просто как бы примем это как должное. Да? Мы семья, ты нам очень дорога, мы тебя воспитывали, М. и поэтому мы, соответственно, как бы тоже будем участвовать в этом процессе. И и это не должно восприниматься вот как сейчас в современном обществе, когда там все срочно начали кричать о правах человека, о дискриминации и так далее. Это не должно восприниматься как какое-то ущемление прав, это должно восприниматься как помощь. Потому что девушка не должна, ну, в смысле, девушка, она ведь вот в этом возрасте, мы говорим о юном возрасте, она не совсем способна еще понимать как бы все реалии взрослой жизни, да, она не знает, кто перед ней находится, может, там ей просто лапшу на уши вешают. Взрослый человек это быстро поймет, даже, может быть, где-то с подсознательно считает, и как бы потом он сможет этой девушке уже подсказать. Либо, наоборот, поощрить и сказать, что да, в принципе, вот молодой человек нормальный. Вот, Тут вот этот стоит такой элемент. вопрос. Мгм. Тогда тут стоит такой вопрос. Например, я знаю из жизни примеры, когда Мгм. девушка как бы хочет довериться дяде или там дяде, отцу и кому-то еще, но эти люди очень светские, скажем так. Вот. А девушка, скажем так, сильно религиозна. Мгм. И девушка не хочет доверять, ну, не то чтобы доверять,
она понимает, что их родители не их взглядов могут отказать там парню, там, скажем, мусульманину, скажем, у него борода есть, там, не знаю, и так далее, и так далее. Как с этим делать? То есть я просто знаю такие случаи в жизни, когда просто из-за того, что в одной семье разные ценности, Мгм. а, этот выбор происходит очень тяжело. Происходит. То есть люди не совсем понимают друг друга в этом плане. Мгм. То есть, Но здесь в любом случае как бы здесь уже больше зависит от девушки. То есть девушка пришла в ислам, она, соответственно, в своей семье старается как бы, э, если они остаются светскими, то она, по крайней мере, каким-то образом объясняет им, да, о том, что ее жизненные ценности изменились. Соответственно, как бы мгм, ее родители, они же люди взрослые, они же понимают, что она не будет выбирать себе кого-то там из, я не знаю, ам, ну, хиппи там какого-нибудь, да. окей. Однозначно это будет какой-то мусульманин, например. И, соответственно, как бы здесь больше акцент девушке нужно делать на своих отношениях с родителями, чтобы донести им вот эту вот смену ценностей и последствия влияния этих ценностей на ее будущую жизнь, понимаете? То есть Мгм, как бы чем она подробнее объяснит, чем она лучше до них донесет, что э, тот ислам, который определяет, постулирует определенные ценности, я должна им подчиняться, и поэтому, значит, вот должно быть вот так, вот так, вот так. Это не потому, что я хочу, это не потому, что кто-то там мне сказал, это потому, что вот Аллах предопределил определенные правила жизни. И, соответственно, мне будет легче, если рядом со мной будет человек, который придерживается таких же правил жизни. То есть я не думаю, что мгм. нормальный взрослый человек, он не сможет этого понять. И я не думаю, что родители, которые вот столько лет ее воспитывали, что они пойдут против и скажут, нет, ты... Ну, такие случаи, я знаю, есть, которые просто намертво стоят против, и все. Здесь уже как бы нужно Да. в каждом индивидуальном случае смотреть и поступать по-разному. Но в целом, если вот так вот разговаривать постепенно, мягко доносить до родителей, то мне кажется, что они же действуют так, как они считают лучшим будет для нее же. То есть Да. если до них поймет, что это лучшие интересы девушки, тогда они как бы согласятся с этим, будут действовать в ее лучших интересах. Мгм. Хорошо, спасибо. А, М. а дальше, получается, вот есть вали, это дядя, тетя, дядя, брат, Мгм. не знаю, старший брат и так далее. А, есть парень, М. есть девушка, есть вали. Что дальше? То есть они должны встретиться, обсудить. Ну, то есть как это должно происходить? Потому что это вопрос, который задается каждый раз. Мгм. Ам, Молодой человек, он контактирует с Вали, он не контактирует с девушкой. Они То есть он сначала пишет вали, да? разговаривают. Да, Или да, общается? да, да. Они встречаются, Вали оценивает его, смотрит на него, и потом как бы уже выносит свои суждения, и девушке говорит, вот, стоит или не стоит, подходит или не подходит. И исходя из этого уже девушка как бы принимает решение. Дальше как бы она с ним общается или не общается. Ну, в смысле, общение это все равно происходит в любом случае в присутствии Вали, в присутствии родственников. То есть если на первой встрече он ее не впечатлил, девушка может попросить Вали, например, провести вторую встречу уже, где она будет вместе рядом, чтобы она могла убедиться, что Вали на самом деле не ошибается. То есть как бы Мгм. по шариату дозволены 3 встречи, во время которых как бы молодые в присутствии Вали задают друг другу такие основополагающие вопросы и как бы смотрят вообще, есть ли какая-то симпатия, возможно ли с этим человеком, или в смысле мужчиной или женщиной, построить как семью вот именно такого плана, как они себе, э, как они ожидают. Поэтому, значит, вот в течение вот этих вот трех встреч ам, девушка может задавать любые вопросы, которые ее интересуют. Если рядом сидит Вали, и потом уже дальше они вместе с Вали обсуждают кандидатуру вот этого молодого человека. Мгм. То Без есть, согласия девушки, ага, как бы ее замуж мгм. никто выдавать не имеет Да. права. Кстати, вот этот вопрос насчет согласия девушки очень актуален, мне кажется, потому что там бывают случаи, там, особенно там раньше бывали как минимум случаи, когда там девушки насильно, не насильно, но, скажем так, вы знаете, да, вот эти алкашу, вот это все, Да, да, да.
мне каждый раз просто, когда, ну, в последнее время это практически не слышу вот эти истории, но в целом хочется сказать то, что как раз таки, что в исламе без согласия девушки никто ее замуж не выдаст, на самом деле. Да. Ну, имеется в виду, никто не сможет ее заставить. И, к сожалению, есть имамы, которые там иногда могут пренебрегать этим. То есть это я видел в аулах таких имамов, которые там, скажем, жігіт қызды алып қашады, үйлену керек, и как-то они должны, короче, это сделать. То есть это большое давление на девушку, что она должна там, не знаю, согласиться или нет, и так далее, и так далее. И многие, кажется, просто забывают тот момент, что без согласия девушки нету брака просто. В целом, да. Да, это важно подчеркивать. Алкашу — это такая вот, как бы, когда это на самом деле... Здесь просто два варианта сейчас современных. Когда хотят сэкономить на свадьбе, и поэтому алкашат. Да, И есть алкаши, да. и второй вариант, когда на самом деле крадут девушку, девушка против. Вот в таком случае это просто-напросто уголовное дело, уголовное преследование. Ну, это Так нужно киднеппинг. это оформлять. Да, да. Да. На какие, смотрите, вот вопрос, наверное, вам тоже пишут, на какие качества девушка должна смотреть, в смысле, оценивать мужчину. Просто тяжело, вот все скажут, вот практически вот все мои светские там друзья, знакомые всегда говорят, 3 встречи — это очень тяжело определить человека. Это как бы на что бывает тяжело ответить мне аргументированно. Как на это ответить? Ну, Как вы считаете? мы руководствуемся хадисами же, поэтому в соответствии с хадисами мы сначала смотрим на иман, на праведность, да? Как вы сказали, это можно легко все сейчас изобразить, и как бы на самом деле не иметь такого прямо особо сильного там, Да. имана, там, сильных убеждений. И вот поэтому и нужен вали. Потому что девушка, она Да. может купиться на вот эти вот все красивое обращение, улыбки там и все такое. Она может как бы на все вот это повестись, она может начать думать, что на самом деле человек очень хороший, очень воспитанный. Вот он цитирует и хадисы, и Коран вот он ей читает, и все такое. А мужчина, он как бы другого мужчину видит лучше, чем молодая девушка. Вот в этом плане как бы поэтому очень важно иметь с собой кого-то, кто посторонний, у кого не заинтересованный взгляд. И, может быть, даже наоборот, у кого взгляд именно того, кто на страже твоих интересов, кто защищает себя. Да. А потом, то есть, должна ли... Я просто... У меня сестры спрашивают, ну, когда я не вали, да, то есть не то, что я не присутствую, но девушки, сестры спрашивают, типа, на что обращать внимание там, и так далее. На что у меня ответ такой. Я всегда говорю, смотрите, ну, понятное дело, на образование человека, откуда он родом. Если есть возможность, посмотрите, как человек ведет себя в жизни, там, у коллег спросите, там, и так далее. Но главным образом, я считаю, для мужчин это способность работать вообще в целом, то есть его работоспособность. Под работоспособностью я имею в виду то, что вообще, то есть навыки, человек, ну, то есть человек должен кормить семью, то есть это надо учитывать. То есть вот у человека должны быть навыки для этого, то есть, не знаю, там, ведение бизнеса, работы, хоть что-то, потому что, к сожалению, я видел случаи, когда это отсутствовало, и это прям сильно-сильно било по семьям, и бывали разводы и все такое, из-за того, что вот этот момент не учитывался, то есть парень читал Коран, знал наизусть там много-много сур, не пропускал ни одной мечети, но чувак не работает. То есть он буквально сидит на шее, там, не знаю, родителей, на кого-то, или там бездельничает, но все время занят исламом, на что многие сестры, к сожалению, ведутся. А потом как бы, такие мужчины, опять-таки, покрываясь исламом, не работают, там, не знаю, сидят дома, дом-мечеть, то есть там, и так далее. То есть я это видя, просто понял одно для себя, то, что для мужчины вот работа, его деятельность — это чуть ли не самое важное. То есть даже вот говорить про ислам,
что ислам, основатели, скажем так, первые люди, которые распространяли ислам, самые первые, скажем, адоптеры его, это люди богатые все равно, ну, как бы ни говорить. То есть люди, там, если мы говорим про сахабов, потому что иначе ну, мусульмане должны работать. То есть я просто это вижу и как бы хочу иногда донести, но иногда как бы не получается. Да, там на самом деле сахабы были разного уровня состоятельности. Были богатые, да, но были и те, которые как бы более бедные. Здесь Мгм. важно понимать то, что когда девушка выходит замуж, то заключается определенный договор. Понимаете, это как бы никах– это договор между вали, девушки, и ее мужем. Да? То есть, Мгм. соответственно, этому договору э, на девушке лежат определенные обязанности, и на мужчине тоже лежат определенные обязанности. И вот обеспечение девушки– это одна из основных, в смысле, это самая основная практически обязанность. То есть Мгм. очень многие, я так понимаю, что 3 остальных мазхаба, за исключением вот ханафи мазхаб, он более мягкий в этом плане, но 3 остальных мазхаба, они говорят, что если в течение определенного какого-то времени мужчина не обеспечивает семью, то женщина может пойти и подать на развод. Потому что В как смысле, у ей нее есть жить? право, да, это сделать, да? И да, вообще да. Вот как бы в других масхабах, насколько, если я правильно помню, я просто этот материал готовила 2 года назад, если я правильно помню, в других масхабах, да, девушка идет к имаму, женщина идет к имаму и предоставляет доказательства о Мгм. том, что муж фактически никак семью не содержит, вообще никак. Ну, и не собирается содержать, и у него нет такой цели, как бы он свою обязанность, вот эту вот основную, не выполняет. И тогда уже как бы с имамом решается вопрос. То есть дальше имам уже выбирает, какой механизм использовать. То есть, может быть, там сначала там насыха, да, старается там убедить этого мусульманина там, выполнять свои обязанности и так далее. Либо если, допустим, все заходит очень далеко, и на самом деле семья в плачевном состоянии, и женщина на себе все тащит, тогда имам может принять решение, да, о том, чтобы дать развод, М. аннулировать Вау. этот брак. Вот Вау. такое. По мазхабу Ханафи такого варианта нет, даже если муж не обеспечивает. Но у женщины есть возможность истребовать вот это содержание у родственников мужа. Это вот М. чисто по фикпу, то, что как бы там написано. То есть как бы здесь идет вот такая вот... Ну, раньше же жили родами, аулами. То есть если представитель вот этого, как бы, вот этой семьи не обеспечивает меня, то, соответственно, все те, кто, допустим, члены его семьи, его братья, его там отец и так далее, там, она может потребовать содержания на семью у них. Вот это вот оговаривалось. В наших условиях это все очень становится как бы э, так, как бы сказать, ну, эфемерно, я бы сказала, потому что вот таких Да. механизмов, как бы, которые реально существуют на практике, нет. Думку в этом плане очень сложно Ну, отрабатывать мне их. кажется, Почему? албанизация сильно повлияла на это, потому что Да, это, как это как бы, бы... да, идет разрушение Мгм. большой семьи, когда у тебя вот отпадают все вот эти механизмы, которые ты мог бы... Раньше семья могла бы повоздействовать, например, да, на вот Мгм. этого мужчину и сказать, ну, что ты делаешь? Вот такая твоя обязанность. Будь мужчиной, давай вперед, соберись там и так далее. Сейчас Мгм. это называется вмешательством в мою личную жизнь. Да, Да. нарушение моих личных границ, да. Вот когда вот такое вот всё происходит, то да, тут как бы вот этот вот принцип "не осуждай" и все такое, вот то, что вот как бы очень многие современные, даже мусульмане, берут на вооружение, он сильно мешает. И тогда как бы получается, что женщина, чем ей вот, возиться со всеми с разбирательством вот этих вот всех вопросов, ей проще, идти и начинать работать самой и М. кормить детей, если они есть.
Поэтому, когда К девушка сожалению, так и да. собирается выходить замуж, да, ей проще, ей как бы нужно смотреть на то, насколько как бы мужчина вообще адаптирован к этой жизни. Если у него на данный момент работа, работал ли он раньше, где он работал, как он вообще содержит себя, где он живет. То есть это здесь подразумевается не состоятельность, не богатство, да, как вот многие как бы обвиняют женщин в том, что они вот там Мгм. смотрят там на состояние, на богатство, вот им нужны только деньги, вот эта вот меркантильность. Женщина, она чисто биологически заточена на то, чтобы приносить потомство. И поэтому ей важна безопасность. И если мужчина показывает, что он способен вот эту безопасность ей обеспечить, пусть даже это будет, допустим, там однокомнатная квартира, но это чисто вот здесь мы будем жить, никто как бы не будет там нарушать наш покой там и так далее, да, вот как бы чисто вот на инстинктах, если смотреть, то какая-то женщина уже как бы на это согласится. Почему? Потому что она будет понимать, что на самом деле это вот реальная основа, от которой можно оттолкнуться и дальше строить семью. Кому-то Да. этого будет мало, для кого-то это будет вполне себе нормально. Насчет материального состояния. Мгм. Должно ли это учитываться? Ну, то есть мы сначала говорим про работу, то есть Ага. человек за деятельность, но э, М. должна ли девушка учитывать состояние именно финансовую часть? Да. Да, ученые нашего Масхаба, они говорили, что мужчина и женщина, они фактически должны быть на равных, то есть из равных семей. Можно состоятельному мужчине жениться на более бедной девушке из Мгм. бедной семьи. Но когда ты женишься в обратную сторону, когда женщина богатая, а мужчина, допустим, ну, мало что из себя представляет, то это не поощряется. Почему? Потому что это, ну, фактически, как Идет бы по сказать, самооценке мужчины, скажем повод. так, как минимум. Да, да, и это, соответственно, приведет к разводу. Мгм. То есть они должны быть из одного слоя, да, общества, так скажем. Да, то есть это вот, например, если, допустим, мне скажут, а вот наш, да, пророк, саллаллаху, он был не таким богатым, а вот, например, его первая жена Хадиджа, она была очень богата. Здесь Мгм. идет речь о а, благородстве семей, я имею в виду. Вот он же был из очень благородного рода. Да. И Хадиджа, да, радиллаху анха, она тоже была из благородного рода. То есть здесь как бы они все равно идут на равных. Мгм, мгм. Мне Важно, кажется, еще важно надо вот это. учитывать то, что это были все-таки племенные времена, да, то есть, скажем так, там рода очень много что решали, имеется в виду Мгм. статус твоего рода. Да и в Мгм. целом, то есть даже в казахском обществе, например, когда, не знаю, мой там дед рассказывал, что когда они там женились, там бүкіл ауыл болып жиналады, там, не знаю, весь род там скидывает там сколько ему надо и так далее, и так далее. То есть это Мгм. Мгм. женитьба одного парня или девушки — это Мгм. ответственность рода, как бы, да, то есть Да, местного. да, да. Соответственно, как бы нормально. И поэтому как бы вот раньше я о чем и говорю, почему преимущество большой семьи. Это не парень женился на девушке, это большая семья принимала в свой состав еще одного члена, да, ну фактически вот дочь. И поэтому как бы и ответственность была рода, и, соответственно, девушка, приходя в эту семью, она понимала, что она она становится частью чего-то большего, а не так, Мгм. как сейчас, когда вот они поженятся, да, и потом вот в этой квартирке, да, нуклеарная семья, и там, допустим, там пара детей, и вот женщина с ума сходит, имея как бы равные вот эти вот все условия для работы, Мгм. а, она начинает возмущаться. Почему, откуда идет феминизм вот Мгм. это весь? Она начинает возмущаться. Мы с тобой одинаково в офисе сидим за компьютерами, мы с тобой одинаково работаем. Но тем не менее, я прихожу, и потом у меня начинается вторая смена. Почему я должна это Да, делать, непонятно. да. Вот это вот как бы вот этот разговор, он является чисто признаком вот, нашего времени, вот этого постмодернизма, когда мы вот уткнулись чисто в нуклеарные семьи, и все, и мы отрезаны от большой семьи. Когда Мгм. девушка живет в составе большой семьи, она понимает, что каждый выполняет свою функцию. И Мгм. поэтому как бы у нее нет таких претензий. Кто-то зарабатывает, кто-то по дому делает то-то, кто-то по дому делает то-то. И то есть, каждый несет свои обязанности, поэтому как бы вся вот эта вот большая семья, она и умудряется выживать. А Мгм. в данный момент
вот эти вот как бы конфликты, вот эта вот считалка даже между мусульманами. Я вот сколько вот смотрю, мне присылают, допустим, тоже в личку посты, где мусульманки, они в основном фокусируются на правах жены. Ты не Да. обязана работать по дому, ты там не обязана там делать то-то, муж должен для тебя делать вот это. Я поэтому, когда вот расписывал все вот эти права, я как бы четко говорила о том, что есть фикх, это минимальный уровень, и есть ихсан. Все, что выше фикха, это уже идет проявление твоего ихсана, и за это и тебе идет награда от Аллаха. Когда ты Да. выполняешь вот эту вот базу, вот этот минимум, ты просто как бы, ну вот прям вот совсем на минимуме живешь фактически. То есть, ну, можно заправить машину, вот, скажем, образно говоря, 75-м бензином, да, и как она будет ехать. И как можно заправить бензином, например, 95-м, да, когда ты вот от себя вот добавляешь все вот эти вот дополнительные. И это совершенно другой как бы выхлоп получается. И то есть вот это вот, когда я говорю, что когда доходит дело до считалки, то фактически можно сказать, что у семьи между мужчиной и женщиной очень большие проблемы в отношениях. Мгм. Когда начинают вот эти, скажем так, предъявы, да, друг другу. В плане, что мы Взаимные обязаны, не претензии, обязаны. да, да, да. Да. Они вот, чаще всего они потом приводят к разводу. Почему? Потому что не удается достичь вот этого понимания. Отрезается контекст, и ты видишь только то, что ты делаешь огромный объем работы, который не Мгм. ценится, и тебя всячески дискриминируют. И потом это, значит, Мгм. следующий уровень, это когда ислам поощряет такую дискриминацию, Мгм. женщина начинает так думать. Потом следующий уровень начинается, когда вот не только современный ислам, современные ученые поощряют такую дискриминацию, но вообще изначально как бы пророк пришел, саллаллаху, он дал, вот я недавно просто этот пост читала, и это человек писал с шариатским образованием, я просто, ну, в осадок выпала от такого. Пророк пришел, саллаллаху, у него было совершенно как бы, он ставил другие акценты в своем послании, да, а потом вот, вот эти все ученые, сподвижники, ученые, которые пошли после него, они видоизменили эту религию под себя и как бы занимаются фактически порабощением женщин все вот эти вот 1500 лет. Понимаете? Вот. И женщина на это ведется, потому что она обижена страшно. И потом Да. следующий этап, когда она уже понимает, что ну раз это такая религия, то зачем она мне вообще нужна? Вот начинается Мгм. все с вот таких вот мелочей, и потом, как снежный ком, растет, 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 и потом она фактически просто выходит из религии. Вероотступничество, да, это вот такое получается. Как еще раз? Хм. Получается, очень много моментов, которые такие тонкие, но которые, кажется, мало обсуждаются, наверное, сейчас, как минимум. Они, во-первых, мало обсуждаются, во-вторых, очень мало подчеркивается роль адаба в них. То есть это все Да. равно все упирается в воспитание. Есть Мгм. вещи, которые как бы мужчине нужно объяснять, мальчику нужно объяснять на стадии его взросления, когда, ну, девочки, они более эмоциональные, они более такие вот как-то там, они быстро меняют решения, они, может быть, в чем-то более легкомысленные, но у них как бы сильные стороны вот такие вот такие. То есть, чтобы он прекрасно, допустим, когда он женится, чтобы у него это срабатывало, что если он видит, что женщина там эмоционально что-то высказывает, чтобы он это не брал себе близко к сердцу, да, чтобы он просто оттуда как бы основную мысль вытащил из всего вот этого потока сознания, и потом, Мгм. соответственно, с этой мыслью работал. То есть как бы женщине просто она вот выплеснула все, ей стало легче, и потом она уже будет готова как бы обсуждать конструктивно. Мужчины же начинают отвечать, начинают спорить, начинают доказывать, параллельно тоже начинают в истерику впадать. Вот это вот как бы меня немножко коробит. И это вот именно вот нашего, вот, не нашего поколения, а вот более молодые мальчики, вот исходя из того, что вот мне сестры рассказывают, м, здесь не хватает именно вот такого как бы правильного мужского подхода, правильного мужского воспитания. Да. Согласен. Ам, Смотрите, вопросы образования. Вот насчет мы Мгм. начали насчет Вали говорить. Мгм. Я живу в Амстердаме, в Европе, и вижу очень много студенток, наших мусульман, казашек с нашей Мгм. страны. И какой мне вопрос задают?
пишут на ребята, говорят, вот, я хочу там получить такое-то крутое образование, я там чуть ли не выиграла грант и так далее, но вот хочу поехать, но я не могу, потому что нету вали. Я там, ну, как бы, это в основном, по-моему, Махрам. студенты из этого. Да, мне нужно, Мгм. нету махрамов. Мгм. То есть под махрамом понимается, да, то есть это брат, брат, там, какой-то Да. родственник, там, очень близкий человек, да, скажем, который может там обеспечить какую-то безопасность. А, Их нет, но я хочу обучиться. То есть там я выиграл грант и так далее, и так далее. Что мне делать? Я всегда говорю, типа, я не знаю сразу. То есть, такой вопрос 21 века, честно. Ты этот вопрос ты реально не понимаешь, как ответить человеку. Мгм. А во многом они просто это игнорируют. То есть говорят, окей, это 21 век, это, то есть, новое время. Откуда я там найду махрама в Германии, скажем так, или в Америке? Мгм. И летят. Да, то, что происходит здесь, я уже с другой стороны вижу. К сожалению, очень много девушек идут не в ту сторону, честно. Вот это с моего сердца говорю, потому что мне бывает очень обидно за их действия. Именно не из-за того, что я их осуждаю, а из-за того, что мне больно на это смотреть, честно. Мгм. Там бывает, девушка читала намаз, она это перестала, потом вообще, возможно, Худай Сахтазин вышла замуж за европейца, осталась тут, Мгм. родила детей и все такое. И этот кейс я видел. Вторые кейсы, когда там девушка без махрама вылетела и начала религию оставлять, а втором уже там вести там, скажем, очень светский образ жизни и так далее. Видя все это, я просто понимаю, что под просто под махрамами, у нас просто, когда говорят махрам, это такой, типа, просто чувак, который должен быть там и так далее. Но, кажется, не объясняет то, что его роль, почему он нужен. Потому Мгм. что без тщательного надзора, мне кажется, со стороны, как минимум, общества, а тут, например, люди летят в Европу, а, у- скажем так, у многих немного сносит крышу. Я Да. вот Мгм. такую вещь заметил. Почему? Потому что дома был очень сильный надзор, это нельзя, то нельзя. Приходит тут все можно. И все, короче. То есть Мгм. человек Мгм. просто вздыхает вот эту свободу и начинает все делать. То есть все, что ему не позволялось, человек начинает все это делать. Потом, через какое-то только время, начинает осознавать, что он там, блин, кажется, я лишнего наделал, да. А уже поздно, Мгм. как бы, да, то есть уже Мгм. много что уже сделано. И ты понимаешь, что если бы был Махрам, он, конечно, стопанул бы это все. Сказал, там, Мгм. одумайся, да. И Мгм. что делать? То есть просто у нас есть стипендиальная программа, начнем там с Балашака до, там, не знаю, вы сами, да, учились в Америке. Э, Не знаю, очень много таких программ, в которых там, особенно для девушек, очень много сейчас возможностей выехать за рубеж. Но вот как делать с этим? Вот как вы считаете? Я считаю, что в этом больше вреда, чем пользы. Вот именно как раз из-за того, что вы расписываете. М, Никакое образование, даже в самом престижном там Гарвардах, Оксфордах, оно не стоит того, что девушка в итоге потом теряет иман. Потому что это же, как бы, да, можно потерять престижность там работы какой-нибудь здесь, в этом мире, но когда ты теряешь рай в последующей жизни, это намного серьезнее. И об этом как бы, когда ты принимаешь решение, ты об этом чаще всего не думаешь. Почему? Потому что э, э, мы очень сильно погружены в эту дунью, и для нас вот категории именно видите, мы же изначально всегда воспитываемся в светских школах, нас затачивают на определенную систему знаний, и поэтому у нас как бы вырабатывается определенное мышление категориями, которые вообще никак не соответствуют шариату. Как бы я стараюсь сейчас об этом очень много писать. Светская система, она не подразумевает, система образования, она не подразумевает наличие Бога вообще в этой жизни, да. Как бы тут чисто все завязано на материализме, на подтверждаемых исследованиях, которые реплицируются и так далее, да. То есть как бы, вот в таких рамках, когда ты мыслишь, когда ты, принимаешь решение только на том, что для тебя как бы имеет осязаемую важность, в частности, получение диплома, потом, соответственно, хорошая работа, потом, соответственно, нормальный образ жизни, да. Это же все осязаемо, это все то, что ты можешь прогнозировать. И поэтому как бы на это базируется.
и делают такое упование на то, что человек, наверное, справится, наверное, имана хватит, наверное, как бы. И это ошибочно. Почему? Потому что у нас все-таки как бы я вот стала в последнее время благодарить Аллаха за то, что мы все-таки отсталая страна. Почему? Потому что у нас еще есть вот эти остатки немножко консервативности, да, в каких-то вот Да. таких вот аспектах, которые помогают нам сдерживаться. Где семейное воспитание, оно все равно немножко более консервативное, как бы. А там, когда ты попадаешь в незнакомую среду, то она начинает очень сильно менять твою личность, особенно как бы если это идет вот период бакалавриата. Когда ты идешь в магистратура, докторантура, ты уже как бы более устоявшаяся личность, ты можешь как бы опираться на свои принципы, да? А когда у тебя идет там бакалавриат, и ты едешь туда фактически там 18-летний, 17-летний, 18-летний ребенок, я имею в виду именно вот наше нынешнее инфантильное состояние сознания, когда ребенок вот в современных семьях он не взрослеет, потому что у него нет таких обязанностей, нет такого расклада ролей в семье, которые позволяют ребенку нормально взрослеть. Ему не дают. Родители Мгм. сейчас очень сильно, как бы, вот как говорят, Ну, вот как бы этот нету механизмов, да, helicopter, таких? да, helicopter parenting, да, когда они сами как бы решают все проблемы, а ребенок просто, ты вот просто учись и все. Вот так вот. Это как бы такая вот родительская инвестиция, которая, допустим, эти дивиденды, с которой он соберет, когда он постареет. Вот ребенок, значит, вырастет и потом будет его обеспечивать. Родители мыслят вот такими категориями. И поэтому они очень сильно обкрадывают детство ребенка, юность ребенка в том плане, что он затачивается именно на достижение только каких-то определенных амбициозных целей, которые даже ставит не он сам. Ребенку как бы может Мгм. быть до этого вообще все равно. Поэтому как бы вот есть психологические проблемы во всех вот этих школах, Мгм. типа там ниши и так далее. Но э, ему, когда он растет вот в этой структуре, ему потом очень трудно, даже если он не хочет куда-то дальше поступать, ему очень трудно идти против вот этого общественного давления, потому что уже у Да. семьи сформированы ожидания от тебя. И, соответственно, как Мгм. бы ребенок, он идет с вот этим вот потоком, он даже не осознает как бы плюсы, минусы, он просто вот ему задали изначально с детства ему задали вот эту вот программу, и он ее отрабатывает, он по ней идет. И, здесь как бы тот факт, что где-то вот поверхностно идет соблюдение ислама, оно как бы не имеет, я думаю, большого значения. Почему? Потому что очень малая часть родителей, которая на самом деле анализирует ситуацию, да, и вот как бы распад морали сейчас на Западе, который происходит, э, и они все равно посылают туда своих детей. Зная всю ситуацию, они все равно туда своих детей посылают. Почему? Потому что они думают, что ребенок, наверное, каким-то образом будет опираться на свой иман и выстоит. Потому что мы должны как бы и в дуне преуспеть, как они говорят, и мы должны не потерять и последующую жизнь. Да. Здесь каждый исходит из своих допущений, своих предпосылок. Ну, мой совет, который девушкам, которые так пишут, я лично как говорю, я говорю, если летите, ну, если прям нужно, делайте это только, ну, как вы сказали, не бакалавриат. То есть это должен быть Мгм. магистратура, PhD, как минимум менее влияет, чем бакалавр, что я заметил. Потому что, мне Мгм. кажется, человек сразу после школы идти в такую среду прям очень опасно. Во время Да, становления личности, да, вот, мгм. формирования личности именно. Да, потому что я поехала в Штаты, мне было 15 лет. Я просто говорю из своего опыта, это очень сильно как бы повлияло на, на структуру мышления, на то, как я воспринимаю реальность. Мгм. Я иногда не совсем даже могу где-то понять, вот, ну, то есть, когда я пишу посты, я стараюсь всегда как бы информацию адаптировать до какой-то усредненной, скажем, айгуль, да, которая живет где-нибудь, ну, э, в Аркалыке, скажем так, да. И вот для Мгм. нее давать расклад, да, чтобы как бы это максимально было полезно, в смысле, понятно всем. Да. И вот это вот мышление, которое заложено у меня вот с подросткового возраста,
оно иногда мне как бы мешает. Почему? Потому что я не могу представить себе, как вот эта Айгуль, она будет мыслить в такой-то ситуации. Понимаете? Мгм. Да. Но вы можете, наверное, представить какую-нибудь Мэри из штата Да, Алабама, да? да, да, это, это проще, да. Да. То есть формирование личности — это такой вопрос важный, да? То есть я что вижу? Просто я учился в Казахстане. Вот одну вещь скажу. Я учился в Казахстане. Переехал я только в 25 лет. Мгм. И я знаю разных ребят. То есть я знаю ребят, которые учились в Штатах, потом переехали там и так далее. Но разница колоссальная, вот честно. То есть мне сейчас там спустя там больше 3 лет, не могу сказать, что я прям сильно это повлияло на меня. Но ребятам, которые там были от 18, скажем, до 21 примерно возраста, Мгм. да, то есть там кардинальные изменения у людей просто. Там буквально человека Мгм. не узнать. И бывает, конечно, обратный случай, когда люди, наоборот, к исламу приходят за рубежом, потому что Мгм. начинают там с джамагатом Мгм. каким-то общаться. Э, Но чаще я видел обратную ситуацию. И плюс, наверное, вопрос джамагата, он остро стоит, потому что мой совет был еще таким, что если, раз уж вы хотите прям обязательно и вы решили ехать, то найдите джамагат, как минимум. Найдите Мгм. как минимум людей таких ваших взглядов, с которым вы можете общаться там. Желательно, чтобы они были старше вас, да, скажем так. Это Мгм. такие люди Мгм. женатые, там, не знаю, люди, которые уже видевшие много чего, а, как минимум, которые могут вас как-то хоть поддержать, скажем так, как минимум. Да. Но я уже согласен с вами. Ну, то есть я, честно, раньше я думал, надо там отправлять девушек, пусть учатся и так Мгм. далее. Да, простят меня феминистки. Но я сейчас так не думаю. То есть, честно, после того... Сейчас, вот, наоборот, хочется, чтобы образование в наших странах оно было до такого уровня, что мы, Мгм. в принципе, и не обязаны их там отправлять, да, в целом. Мгм. Ну и Ам, есть онлайн. Или онлайн, да. Мгм. На что, смотрите, Мамхан могут ответить, так то же самое может быть позитив в Казахстане. Они могут так сказать. То есть, условно, девушка из Ахтубе переехала в Астану или в Алмату, нету родственников, живет там в общежитии и так далее. Она же таким же Мгм. образом может это сделать, нет, разве? Мгм. Но здесь вопрос махрама. То есть родители все равно должны продумывать, они же несут ответственность. Она никуда, эта ответственность не растворяется после того, как ребенок школу заканчивает. Родители должны продумывать, брать на себя ответственность и как бы уже рассматривать какие-то варианты, какие-то перспективы, каким образом все это делать. Окей. В общем, если кратко, то махрам это прям очень сильно важно. Как мы до этого говорили, Особенно вопрос в наше вали, время. Да, особенно в да. наше время. Иманхан, вот я живу в таком обществе, да, в таком более, скажем, светском, и слышу только вопрос, на который хотел бы с вами обсудить. Вопрос такой, говорит, почему ислам, когда я объясняю людям ислам, я говорю им о том, что слово ислам это от слова peace, то есть это мир, когда мы говорим ассаляму Мгм. алейкум, мы желаем мир человеку там, и так далее. То есть мы говорим все время про это. На что мне отвечают? На регби. Почему, если ислам это религия добра, мира, почему так много зла в нем? Почему так много М. запретов? И почему, если я пишу там, где везде там начинаю обсуждать, это обязательно какие-то бедные страны, это обязательно какой-то там это беженцы, это войны. В целом они говорят, почему, если ислам это мир, почему так много зла? То есть у меня есть Да, то есть у меня есть свой вопрос, то есть у меня есть свой ответ к этому, да. Ну, имеется в виду на этот вопрос, но интересно услышать вас. Но ислам, он в первую очередь означает подчинение Аллаху, то есть полностью подчинение Аллаху и выполнение всех его установлений.
потому что Аллах создал этот мир и, соответственно, как бы дал нам правила того, как мы должны себя в этом мире вести. Мгм. Ам, Поэтому здесь и в результате как бы вот этого всего у тебя потом, соответственно, и получается мир, как внутри, так и внешне. Здесь немножко идет, значит, со стороны Запада такое лицемерие. Либо это безграмотность историческая, либо это лицемерие. Почему? Потому что изначально ведь 1000 лет все вот эти вот технологии, выкладки, все зачатки вот этих вот развития наук, они же шли от ислама, от наших ученых. Потом это все в результате колонизации было где-то скопировано, где-то украдено, где-то еще как-то там, в общем, все это было экспроприировано и теперь используется как наработки Запада. Вот буквально, когда я вчера, по-моему, видела такую статью на Аль-Джазире о том, как это, по-моему, было связано с смертью королевы. Аль-Джазира выпустила такую статью, как они из Индии забрали 60, нет, 35, по-моему. В общем, что-то типа такого, 35 триллионов долларов. Примерно общий ущерб за все вот это время, который был причинен с середины 18-19 века по 30-е годы 20 века. Вот эта огромная сумма, это то, что они выкачали из Индии. Их Да. индустриализация, она полностью идет на ресурсах Индии. Их богатство идет на том, что они паразитировали на торговле из Индии. То есть вот это вот все. И, соответственно, вот этими же деньгами они потом финансировали свои дальнейшие захватнические операции. И поэтому, когда ты вот это знаешь и утверждать, что вот Запад весь такой развитый, весь такой богатый, а вот мусульманские страны по большей части бедные, и там беженцы, так кто там устраивает войны, опять-таки нужно спрашивать, да? Каким образом была поделена вообще вот эта вся большая территория после Первой мировой войны, в результате чего? Вот эти вот все аспекты необходимо проговаривать и объяснять, что это планомерная повестка секулярного Запада по ослаблению ислама и мусульманских государств для того, чтобы не было конкурирующей идеологии. Поэтому как бы все больше и больше проникает светскость и секулярность, секуляризм в наше сознание. И все меньше остается ислам, и поэтому как бы те, кто практикует ислам, они их могут в какой-то мере называть радикально настроенными людьми, например. Такие случаи тоже были. Вот, например, когда вот 5 лет назад мы писали письма, отстаивали право девочек носить платки в школах. В то время министр по делам религии, он сказал, что в основном эти вопросы муссируют экстремисты. И я, значит, когда про это... Это был официальный ответ от министра на мое имя. И поэтому я подала в суд на министерство, потому что нельзя было допустить, чтобы государственный орган в Республике Казахстан мог спокойно обозвать какого-то человека экстремистом за то, что он требует нормального выполнения своих прав по Конституции. Понимаете? Да. То есть здесь как бы вот эта повестка секуляризма, она чем удобна им и вот тем, кто продвигает ее, что они могут оперировать правами человека в любую сторону. То есть и как бы из-за того, что у мусульман совершенно другие концепции, другое понимание, мы в этом плане играем как бы в таких неравных условиях. Поэтому объяснять, что вот в мире много зла или там, допустим, в исламе много ограничений и так далее, это такая очень большая, наверное, в какой-то мере философская дискуссия, когда нужно прояснять самые базовые концепции, да? Почему существует определенный запрет, почему ислам, например, против ростовщичества. Потому что это как раз и способствует объединению целых стран и Да. суперобогащению каких-то других регионов. То есть вот это вот все, если планомерно доносить, то тогда у людей глаза открываются, да.
иншалла. Такой непростой вопрос, на самом деле, потому что очень тяжело объяснять людям, которые только читали про то, что это, скажем так, зло, объяснять, что это как бы надо с другой стороны посмотреть на это все. То есть объяснять Мгм. там истоки этого всего очень тяжело. И как бы обвинять некоторые, знаете, мусульманские страны, то, что они отсталые, само по себе как-то странно, потому что, как, например, возьмем ту же Индию, да, там, не знаю, у меня есть очень много коллег из Индии, они просто ненавидят Британию. То есть они все, то есть Мгм. в один голос Мгм. говорят, это очень интересно, потому что, например, нам, ну, как бы людям из бывших советских республик объясняли, что наш враг были фашисты. Да, то есть мы Мгм. победили Мгм. фашистов, мы такие красавчики. А им в школах в Индии объясняют, что даже во время Второй мировой войны наши главные враги были британцы. То есть, по сути, то есть им все время в школах говорят о том, что британцы это именно те люди, почему мы так не развились в итоге. Мгм. Почему там Мгм. мы, имея столько богатств, столько всего, мы такие останемся. Ну, Мгм. страной, которой мы сейчас являемся. Да, то есть, и даже вот живя тут в Нидерландах, я сейчас тоже понимаю, что, например, это тоже бывшая страна, которая имела очень много колоний, Мгм. но которая сумела отказаться от них, скажем так, Мгм. вовремя. То есть сказать, ребята, ладно, мы там оставим вам Индонезию, там вот эти страны мы вам оставим, но культурный след, который они оставили, они до сих пор там. То есть, там, не знаю, в Индонезии очень много людей, например, колонизировалось в Голландию из-за того, что они Мгм. там когда-то их захватили и так далее. То есть этот вопрос настолько такой глубинный, на самом деле, потому Мгм. что ты должен очень много объяснить историй. То есть это такой Мгм. вопрос, то есть очень много контекста в нем, и просто так Мгм. объяснить не получается. И я, наверное, Да. призываю людей, которые могут это объяснить с исторической точки зрения, делать об этом, наверное, контент какой-то, наверное, с одной стороны. Мгм. Если у вас получится, или там, да, я не знаю, у кого это получится, но в целом объяснить, почему так происходит. И потому что, знаете, я в другую вещь заметил, это почему-то у современных мусульман моего поколения, которые я иногда общаюсь с молодыми ребятами и так далее, я почему-то замечаю вот это отсутствие критического какого-то мышления у ребят. То есть в плане, им вот Мгм. говорят один аргумент, да, что вот вы злые ребята, да, а те не могут ответить аргументированно, потому что не могут аргументированно мыслить и как бы аргументированно сопоставить мнение на их мнение, да, скажем так. А, И мне кажется, это, наверное, то, что надо учить детям сейчас. То есть мы понимаем, что, например, дети в Европе, мусульман именно, детей в Европе, у них другие проблемы сейчас здесь, потому что они Мгм. живут в семьях, у них одни взгляды, ценности, Мгм. за порогом другие взгляды. Да. Им надо все время дома заново их учить, переучивать. Я просто знаю такие кейсы. И это ужасно, на самом деле, потому что, с одной стороны, им говорят одно, в школе говорят другое, и, и ребенок в замешательстве. Они не понимают, кому доверять в итоге. Мгм. Потому что Мгм. в Мгм. школе учительница, его одноклассники говорят там одни вещи, дома говорят ему другие вещи. И в итоге в какой-то момент ребенок должен решиться, сказать, окей, а кто прав-то в итоге? То есть Но здесь, право видите, опасность общества, еще в том, либо... да, Мгм. да, здесь опасность еще в том, что в школе это ведь информация подается очень структурированно, Да, да, да. она же подается по учебной программе, с разных сторон, по разным предметам. Ребенку постоянно внушается определенная идеология. Секуляризм — это та же самая идеология, это религия фактически. Да? И вот ребенок проводит в школе, ну, скажем, по 40 часов в неделю. Да? И, значит, потом, когда он оттуда приходит, еще если учитывать подростковый возраст, мне кажется, что здесь вообще как-то очень маленькие шансы сохранения нормального понимания шариата. Потому что Мгм. когда ребенок приходит из школы, и родители потом начинают на него, как бы ему
промывать мозги, вот этот весь вред как бы стараться нейтрализовать. Они это делают это кустарным способом. У них же нет никаких там учебных, там, допустим, пособий и так далее. Ну, даже если Мгм. есть ребенок после школы настолько уставший, что он просто не способен воспринимать Ну, дополнительную хочет какую-то играть, я не знаю, отдохнуть, нагрузку. поспать, Да, поесть. да, Да. ему нужно развеяться немножко, да. И получается, что родители в этом плане всегда в проигрыше. То есть важная часть личности ребенка, которая как раз-таки завязывает на более таком абстрактном понимании мира, где он вообще находится, да, по законам Аллаха, она только не сводится к материальной его части через вот эту вот светскую систему образования. И все. И Мгм. ребенок дальше, как бы, у него просто отключается вот в школе, еще в самой школе, отключается вот эта система критически воспринимать информацию. Почему? Потому что, ну, это определенная пропаганда определенной идеологии. Все. И я вот недавно делала сторис в Инстаграме, где я говорила, что, например, когда человек приходит в медресе, то не только у человека есть цель стать, например, имамом или там, я не знаю кем, ученым ислама, да, но и Мгм. у медресе есть определенная задача использовать свои ресурсы. Это миссия медресе, скажем так, это его цель. Да, Выучить представителей джамаата, которые дальше будут доносить вот эти знания. То да, же самое, когда ребенок идет в светскую школу или в светский университет, у них точно такая же есть миссия сформировать мышление ребенка таким образом, чтобы он дальше становился рупором именно светскости, светского мышления. И поэтому, как бы, когда ребенок после вот этой вот промывки мозгов в течение там 40 часов в неделю, он приходит домой, и обычный родитель без обычного, в смысле, с обычным своим как бы подходом, без профессионального инструментария, без профессионального подхода, он не может переиграть все то, что как бы постепенно, постепенно мягко вливается ребенку в мозг. Все базовые понятия, которые есть у ребенка, они фактически как бы не привязаны к шариату, если у самого родителя нет особой прямо заточенности на это. Если мгм. родитель прямо не углубленно не работает с ребенком на том, чтобы преподавать ему вот эту вот основу таухид, понимание и практика ислама в повседневной жизни и так далее. Если этого нет, тогда вообще от ребенка как бы сложно ожидать каких-то там вот таких такого критического восприятия, потому что в голове каша, фактически каша. У него светское мышление, на которое накладывается сверху немножко практика ислама, которая до конца Мгм. у него как бы он не осознает. Да. Зачем он это делает, почему он это делает. Вот у меня, я помню, первый конфликт вообще в понимании предметов, это начинался, когда я начал как бы практиковать религию, изучать ее и не понимал, вот в школе я в 5 классе учил, что мы произошли от обезьян, в итоге-то нет, в итоге, то есть мы, оказывается, не от обезьян произошли, а мне Мгм. типа вливали это 6 лет, там с 5 по Мгм. 11, что вот Мгм. я там все захоронения, там неандертальцы, там, не Мгм. знаю, и все остальное, я все это наизусть знал, но что я учил в итоге? То есть я сам не понимал, я только, зачем тогда я учил это, если это в это не верю, да, то есть. Мгм. И помню, когда учился в университете, у нас произошел такой интересный разговор с моим учителем истории на первом курсе. Такая женщина была очень, ну, она классная, то есть она, наоборот, пыталась нас расшевелить, там, давайте порассуждаем, то есть не учить просто так историю, а реально попробовать ее обсудить. И тогда была такая интересная история. Я у нее спросил, вы мусульманка сама по себе? Ну, вы верующий человек? Она сказала, да, я верующий человек. Я сказал, окей, тогда вы верите в то, что мы произошли от этих обезьян? Ну, то есть вы верите, что мы реально так были? То есть мы реально жили в этих пещерах? Что мы, там, не знаю, ходили голые с палками и так далее? Но что она ответила, да. На что я ответил, а как так получается? То есть вы же верите в другое, одновременно верите в то, Мгм. что противоречит этому же. То есть Мгм. как существует эта биполярность в целом, да, то есть. И на что человек просто, мы как бы просто завершили на этом разговор. И на этот момент я понял то, что вы говорите. То есть есть та задача,
общеобразовательное, выпустить Мгм. представителя светского общества. Да. И есть наша задача, как, скажем так, родителей, там, людей, там, мусульман, выпустить мусульманина. И не всегда эти две задачи пересекаются между собой. То есть это не всегда Мгм. одна и та же цель, да, то есть, потому что, как Мгм. минимум, школьная программа в некоторых моментах, так, уберем из этого, например, там, например, я бы убрал оттуда такие инженерные предметы, да, скажем так, ту же математику, физику и так далее, это другое. Мне кажется, все-таки это более точные науки, да. А вот, Мгм. скажем, ту же философию или там, историю, или там, вот эти предметы, которые сильно связаны там, с контекстом именно, то есть с пониманием мира, да, восприятие его, вот мне кажется, тут надо быть чутка осторожным просто в объяснении, наверное. Ну и здесь, видите, сейчас идет общее как бы затачивание именно на предметы STEM, да, то есть точные Да. науки и все такое. И гуманитарные предметы, они как бы уходят в такую, я бы сказала, немножко незаслуженную тень. Хотя в формировании мышления как бы особую роль играют именно они. То есть нужно просто подходить, например, история, да, для того, чтобы у тебя было правильное восприятие реальности, тебе нужно знать правильную историю. То есть история должна именно подаваться вот с контекстом и именно с критическим восприятием. Таких преподавателей у нас, ну, я не знаю, может, единицы в школах. В основном это как бы пихаются дата, сухие какие-то там выкладки фактологические, и все. И ребенок не знает, что с этим делать. Оно у него просто как бы мертвый груз. Он в одно ухо влетел, в другое вылетело, и все. Хотя это Мгм. как бы можно было бы использовать именно вот как создание такой базы для понимания вообще понимания того, кто я, понимание Мгм. истории своего народа, каким образом, почему и что и как происходило, да, и почему вот в нынешней реальности у нас именно вот такие проявления, как бы определенные процессы, почему это происходит. И тогда у ребенка были бы, да, уже какие-то основания для критического восприятия, вот как вы говорите. А когда этого нет, когда система она не заинтересована в том, чтобы ребенок вообще критически Мгм. что-то воспринимал, вот они тебе скормили пропаганду, дали тебе определенное как бы такой расклад по происходящим событиям, и все, и ты как бы этим должен быть доволен. Мгм. Да. Очень было полезно вот услышать ваше мнение об этом, как Мгм. родителя 5 Да. детей, да, то есть. ам, Знаете, просто вот мы сегодня очень много таких вопросов обсуждали, там, связанных там, с религией и так далее. Мне вот Мгм. интересно, вот у вас есть немало аудитории именно мусульман, которые вас, ну, вас читают, да, то есть вам доверяют. Ам, Как вы думаете, несет ли человек, который ну, как бы, который блогер, да, то есть человек, который инфлюенсер, несет ли он ответственность перед своей аудиторией? И в вашем случае, насколько вам сложно нести ответственность? Потому что я знаю, что там вы пишете часто про фикх, про хукмы, про всякие фетвы, в целом про религию. И как бы что, как бы, я считаю, очень большая, на самом деле, ответственность перед людьми, перед Всевышним, в первую очередь. Да, это большая ответственность, поэтому вот такие вот посты я беру либо из достоверных источников, либо я их согласовываю. То есть, Мгм. например, вот эту серию постов фикха по браку и разводу, каждый пост я согласовывала со специалистами. То есть там не просто я Это что-то имамы? где-то взяла, и это имамы, да, и это люди, которые в данный момент учатся в Медине, получают образование религиозное, шариатское. Ну, они, в смысле, имеют уже шариатское образование, просто они сейчас дальше его продолжают. Вот, они Мгм. как бы тоже видя вот эту всю большую проблему, когда я попросила о содействии, да, то как бы этот человек согласился, и я до того, как публиковать всю вот эту информацию, я скидывала ему, он это все проверял, вносил свои поправки, и потом я публиковала.
То есть я стараюсь к таким вещам подходить максимально осторожно. Почему? Потому что а, это, если я что-то не так напишу, это будет искажение религии. Да. Поэтому здесь как бы на самом деле большая ответственность. И даже когда, допустим, я делаю вот ответы на вопросы, я всегда отказываюсь отвечать на вопросы именно по фикху. Потому что я говорю, вот у нас есть в Инстаграме сейчас, по-моему, Думк сделал несколько таких аккаунтов, и в Инстаграме сейчас есть аккаунт Алматы Фатва. Поэтому я как бы Да, говорю, если у вас есть такие вопросы, вы адресуете туда, вам там специалисты, которые много лет учились, они вам дают полностью расклад с точки зрения шариата. То есть ко мне приходят вопросы, которые вот именно практического плана, когда там, а что делать там вот по жизни, если, это например, больше такие там... советы, да, не консультация, а больше советы, да? Да, то есть это Фетвы. как бы рекомендации, которые, да. И если я вижу, что опять-таки вот в этой ситуации лучше обратиться к имаму, я так и говорю. Потому что если вопрос сложный, когда нужно именно вот такое вот профессиональное мнение, то я отправляю. То есть я стараюсь как бы на себя вот эту вот ответственность не брать. И я все время подчеркиваю, что как бы вот эти знания, их желательно вообще как бы в интернете не получать. Есть курсы, альхамдулилля, при мечетях, которые можно Да. посещать. Есть специальные курсы, которые вот на наших ресурсах опубликованы. Их можно урок за уроком проходить. То есть какая-то база определенная, какое-то понимание у человека формируется, и потом уже исходя из этого он туда либо добирает образование, в смысле информацию, либо он обращается к каким-то компетентным специалистам. То есть я как бы всегда стараюсь, чтобы девочки действовали именно так. Да. А как вы сами, ну, говоря про вас, как вы сами получаете знания? Каким вот образом? Вы, не знаю, посещаете уроки или Да, точно читаете так же я определенные стараюсь книги? подписываюсь на онлайн-школу. В Телеграме есть онлайн-школа, называется Сатр. Вот. Они проводят как уроки по арабскому языку, они дают тафсиры к разным сурам. Довольно интересные. То есть у тебя как бы ты смотришь, ты учишь смотреть на Коран с такой вот более, ты воспринимаешь его более объемно, скажем так, да? Понимаешь, почему тот или иной аят был ниспослан, каким образом его нужно понимать и так далее. И тогда, соответственно, у тебя уже меняется отношение к реальности, к практике ислама. Да, круто. Потому что я просто считаю то, что, ну, понятное дело, знание, да, то есть брать знания — это ответственность мусульманина, но именно, мне кажется, сейчас это особенно важно для мусульманок в первую очередь, потому что почему-то так завелось, что в основном, когда мы говорим про, например, тех же ученых, говорят в основном про ученых мужчин, а то, что в основном были ученые женщины, про них как-то мало говорят. Да, то есть... Ну, раньше, видите, не всегда опять-таки это все, да, это происходит из-за того, что состав общества раньше был другим. Вот, допустим, если мы Да. брать Саудовскую Аравию того периода, там женщины были учеными, по большей части, если они рождались в семье ученых. То есть они просто с детства впитывали в себя эту атмосферу, их как бы родители обучали, и дальше они вот, ну, и поощряли их по этому пути, и поэтому как бы женщины дальше... У имама Малика была устаза шейха. То есть это как бы просто особо как-то так не... Ну, широко неизвестно, но эти женщины есть. Чисто с практической точки зрения, мне кажется, в то время женщине было сложно обучаться. Потому что как бы это и быт был совсем другой, и за детьми нужно было, как бы вот таких вот централизованных муниципальных школ не было, куда ты сдавал своего ребенка, да, на целый день. Поэтому как бы они старались выходить из ситуации так, как могли. У них точно так же были там, допустим, обучение при мечети для них проводилось. И все. То есть база, она давалась всегда. Давайте продолжим. Вот смотрите, сейчас очень много, как вы говорил, разных блогеров и так далее. И, к сожалению, много кто не проверяет источники.
То есть я очень часто видел, когда отправляли всякие ссылки на хадисы, арабские текста, смотришь, это просто Мгм. абракадабра какая-то там, не знаю. Мгм. Или там отправлять текст, никаких ссылок. Или отправлять текст, это какой-то вообще ученый какой-то другого масхаба, или вообще Мгм. ученый там, это даже не ученый, это может быть там востоковед и так далее. А как проверять источники? То есть приходит текст религиозный там, особенно это популярно в всяких семейных чатах, да, когда отправляют вот такой кусок текста, пишут там так-то, так-то в группах. И хочется просто сказать, ну, ребят, надо проверить, откуда это, кто это отправлял, или на самом деле это, или это так. Ну, наверное, здесь без знания языка это довольно сложно сделать, потому что либо стараться как бы брать информацию только из вот таких вот каких-то проверенных источников, где ты знаешь, что на самом деле люди работают и проверяют, и ничего такого левого не публикуют. Как-то вот Мгм. стараться ограничивать пространство своего, в смысле, Мгм. пространство для подачи информации именно такими источниками. Потому Мгм. что на самом деле, да, можно очень легко запутаться, можно даже как бы и такая информация, она может просто сомнение даже посеять где-то в сердце, которое потом Да. может разрастись и повлиять на иман. Мгм. Поэтому здесь, да, на самом деле важно. Либо знать самому язык, либо получать знания, либо уже как бы стараться не обращать внимания на информацию, которая без источников и которая не из тех источников, которым вы доверяете. Это вот так. Но мне кажется, еще надо на подсознательном уровне, вот есть, вот вы читаете текст, и текст вызывает у вас какие-то эмоции странные, знаете, вот чувство злости или там чувство, какие-то странные чувства. Вы читали текст и как-то не так себя почувствовали. Это, по идее, является, для меня лично это является тем, что надо очень сильно проверить, насколько это правильный Мгм. текст. Ну, имеется в виду, потому что текст имеет такое свойство влиять на настроение и Мгм. в целом на состояние человека. Мгм. И им можно манипулировать очень сильно, на самом деле, настроениями людей. Да, да, да. И это Здесь прям надо учитывать. ну, для того, чтобы вот так вот интуиция и сердце срабатывало, для этого нужно как бы регулярно их подпитывать. А то Да. некоторые как бы полагаются, да, на сердце или интуицию, а на самом деле эм, э, я вот тоже писала как бы серию постов, что и сердце, оно у нас не находится в одном каком-то статичном, да, положении. Аллах меняет состояние сердца, и поэтому мы должны прикладывать определенные усилия для того, чтобы постоянно Мгм. очищать, постоянно подпитывать, постоянно как бы быть, Мгм. стараться быть на высоте, стремиться к Мгм. высоте имана. Поэтому здесь, если у вас Мгм. все это есть, тогда да, если какие-то начинаются сомнения, то лучше отстраниться. Да. Иман ханым, көп Мгм. рахмет. Ну, очень было полезно. Алла разы болсын сізге. У нас в Сізге конце нашего подкаста Мгм. есть такой маленький бриф, несколько вопросов. Мгм. Мы задаем это каждому гостю, и хотелось бы вас услышать. Мгм. Ам, Первый вопрос. Какие 3 книги вы бы подарили, если бы хотели подарить кому-то подарок, да? Там, на день рождения, например. Какие топ-3 книг вы хотели бы М. подарить? Топ-3 книги. И так, я бы подарила Коран, и я бы подарила есть трехтомник Сиры, называется, по-моему, «Благословенный век». Да. Так, и Казанжи, я, кажется, читал его. да-да-да, да-да-да. Ну, там как бы все очень подробно и в то же время как бы хорошо Мгм. так расписано. И третья книга, я даже не знаю, что еще подарить. Эм, И вот из последних, то, что я читала, это книга Хакикаджу по вызовам ислама, наверное, чтобы было какое-то понимание того, какие процессы на нас воздействуют и каким образом. Мгм. Вот, наверное, так. Отлично, да. Мгм. Второй вопрос. А, Какие... Вот, предположим, у вас есть Маргарита, тебя не слышно. Не слышно. баннер,
Вот, сори, сейчас давайте заново. За последний год, скажем, да, за последний там 21-22 год, какие 3 а, самые лучшие инвестиции, которые вы сделали? Под инвестициями понимается, там, не знаю, покупка обуви, там, не знаю, книга и все такое, которое вам принесло какую-то пользу и принесло какой-то, в целом вам будет полезно. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Эм, Инвестиции. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я вот так вот как бы даже не думала. Сразу навскидку не получится сказать. Ну, самое последнее, наверное, что у вас первое, что придет в голову. Можете сказать, там, подставник, не знаю, можно даже быть коврик для навоза. Нет, я не могу. У меня ничего, вот знаете, вообще мозг пустой совершенно. Ничего не приходит на ум, вообще ничего. Из того, что я куда-то за что-то платила, и это как инвестиция. Нет, не могу вспомнить ничего такого. Окей. Ладно, пропустим тогда этот вопрос. Ага. Тогда давайте заменим этот вопрос. Какие топ-5 качеств у мусульманина должно быть в 21 веке, как вы считаете? Стрессоустойчивость. Да. Мгм. Критическое мышление. Интерес, постоянно, любознательность, наверное, я бы сказала. Постоянная любознательность, интерес к познаванию нового. Усидчивость. Восприятие, в смысле, это имеется в виду как бы восприятие информации. И смелость. Смелость? Угу. Да. Все, 5 назвала. Классно. Спасибо. И у нас последний вопрос. Это такой больше на воображение. Предположим, у вас в городе есть большой баннер, таблоид, да, такой огромный, рекламный. Там его там очень сильно видно людям. И он ваш, и у вас есть возможность поставить на него что-то. Там, положим, не знаю, картину, слово, фотографию, все что угодно, он ваш. И что бы вы хотели поставить, какой бы месседж хотели бы поставить в такое место? Я очень много думала вот как бы на эту тему в последнее время. Я думаю, что я бы туда поставила такую картину Шанарака и большой семьи. И такой очень как бы теплая обстановка в Шанараке, и как бы и от него исходит вот такое вот свечение, чтобы люди помнили, вспомнили о том, что у нас основа цивилизации – это семья, не там ни хотелки, ни амбиции, ни что-то такое, а что вот мы все из семьи, семья нам дает определенную основу, семья нам помогает и учит нас как бы первым шагам в практике религии, да, и потом мы идем дальше. То есть вот это вот все очень важно. Я бы хотела больше на это уделить внимание, да. Да, спасибо. Так, у нас на вопросах все. У нас в конце есть отдельный такой кусок, где мы всегда расскажем про нашего партнера. У нас есть друзья из издательства Мазмун Дома. Это ребята, которые переводят книги с бестселлерой с английского на казахский язык. То есть это все крутые книги, которые были на русском, теперь они будут на казахском, с оригинала, с правами, с очень классным переплетом, шрифтами. Вот, мы для вас приготовили одну книжку. Я не знаю, есть ли среди ваших детей Спасибо. дочки.
но Да. вы можете открыть, там есть одна книжка. Мы сегодня говорили очень много про женщин, и мы хотели показать, что есть ученые женщины. Это вот книга Ага. про женщин в науке, да, там, Мгм. и в Мгм. очень интерактивном таком формате на казахском языке. То есть Мгм. қазақ тілін оқыңыздар, мазмұндама баспасынан кітап алыңыздар. Мгм. Мгм. Осылай қазақ тілін дәріптеп кітап оқып жүрейік. Рахмет. Рахмет. Аха. Эмом ханым, көп рахмет сізге, Алла разы болсын. Сізге рахмет. Да, хотелось бы еще с вами поговорить Мгм. в следующих наших выпусках. Иншалла. Иншалла, мы встретимся еще раз. Мгм. Сіздерге, көрермендерге осы подкастымыздың тыңдап қана қоймай, біздің телеграм, инстаграм, тикток желісімізге жазылып, және осы инстаграм, ютуб парақшамызға жазылыңыздар. 68% адам осы подкастты жазылмай тыңдап отыр екен. Солай жазылып қойыңыздар. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум.